Реанимацию откройте. Я сам скажу, где буду смотреть, а дальше вы покажете, где. Доброе утро. Анайсен. Почему монитор гемодинамический показатель не подключен? Почему? Где АД, где инвазивное давление, где сатурация? Почему? Они по УКС, по сердцу? О, раз. Монитор выключен. Третий монитор выключен. Откройте шторм. Почему монитор не включен? Если фибриллирует ЖТ болса кандалот. Значит, есть дефибриллятор реанимации, эхоаппарат и аптечный пункт пару. Вы можете не отвечать. Заведующий директор. Эхоаппарат на реанимации. В кабинете там стоит. Почему в кабинете стоит? Почему не в реанимации? Он в реанимации в кабинете. Ну где он? А почему в кабинете? Почему это возле больного нет их? Это большой стационарный. И что? У нас нету. Почему передвижного нет? ДМЖП, который не можем увидеть, есть ли дефект или нет. Откройте, включи свет, снимем он. Хорошо. Она когда последний раз работала? А зачем она закрыта? Откройте это. А почему она не в реанимации стоит? Диурез ЦВД Сендергляч? То есть, получается, верхушка тут, да, идет? Ну, в принципе, технически хорошо должно стать. Она и сделана умно для того, чтобы в реанимацию так катать его, в операционную катать. Для таких больных и экспертный Филипп Сингер Баркингу. А? Талант Парбекович, сегодняшний, да, чтобы аппарат здесь стоял. Не видел, чтобы там на замке закрыто. Хорошо? А где загруженность? Это один аппарат, да? Да. А еще где есть? Второй. На старый сейчас. Пойдемте второй посмотрим. Вот вторая загруженность. Очкости грели лично. Где загруженность двух аппаратов? Они же круглосуточно работают. Да, иногда же поступает ночью. То есть пока на миллион населения у нас получается, сейчас мы дежурим с 8 утра, да? Пока только 2 пациента поступило, да? Очень хорошо работаем, заметно. Диагноз коронарная болезнь сердца, нестабильность стенокардия, прогрессирующий. Коронарий ли его, да? Қанша жыл жатқансыз бұл жерге? 9-ші күн. 9-ші күн? 9-й день. 9-й день лежит. Делаем всех. Не, ну у него сделано вот, конкретно в его кейсе, а? Сделаем, но сделаем. Талант Барбекович, 9-й день лежит. А как оборот койки идет тогда? На какой день? На понедельник. Где написано рекомендовано? Вот рекомендовано пишут. Здесь рекомендовано. Не, на понедельник. А он лежит уже 9-й день, да? Вот. Время машины. Ну, конечно, а вам кто должен доложить? Келинг Чанда, профессор Дадабаев. Вы любого можете сделать. Внизу пустую, да? Может, он стволовой пациент. Может, у него критический сон. Согласны со мной же? А кто не доложил? Талант Парбекович. 9-й день лежит пациент в анамнез отягощенной ишемической болезни сердца. То есть на 9-й день, на понедельник мы только думаем. А за это время он может инфаркт словить, правильно же? Понимаете? Там он ишемическая кардиомиопатия, стенокардия. Его надо было уже коронять, а анамнез отягощен. Правильно? А 9-й сутки почему вы его не коронарили? Кому вопрос-то? То есть получается, врач, если не скажет, вы обход не делаете, не выбираетесь. Он должен, пустой ангиография должен поступить, коронариться. Есть риск, что к ночи он уже инфаркт словит. Есть гарантия? Никто не знает. Правильно или нет? Правильно. 2 ангиографии у нас пустуют. У нас есть пациент, который 9-й сутки лежит без коронографии. Мы подвергаем риску. Но то, что я видел. Аппараттар почему так лежат? Жоқ, а мұны мониторировать етті. Отойдите чуть-чуть. Вот это драйгер, ЭВЛ, раз. Эй, как вы обходитесь оборудованием? А? Азыр барау саяққа. А могут же недоношенные аппараттарға? О, было рабочее состояние. Вот. А мұны как вы узнаете? Инфузоматтар лежат. Мына екі шала қылыңар. Жоқ, мұны албайлы қойыңыз мұна. Вот. Ешікте мұна азырқы кондиционер оборудованиялар тұрады. Бияғын фильтрация қылбай, не бар, не жоқ. Чүнікс. Моғын чымынан ішінде не бар. Как так можно обращаться с медоборудованием? Мұны